Глава республики Владимир Уйба обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой оставить для регионов возможность закупать лекарственные препараты и медицинские расходники для льготников через единого поставщика. Такая система дала положительный эффект. Еще год назад республика работала с десятками компаний. Жители месяцами ожидали препараты. Было около 10 тысяч отложенных рецептов. После заключения договора по закупке и поставке с одним предприятием государственной аптеки Коми ситуация кардинально изменилась. Сегодня в очереди всего 70 рецептов на весь регион. Однако 1 июля вступает в силу федеральная законодательная поправка, которая исключает возможность устанавливать единственного поставщика. Парламентарии Коми также намерены обратиться на федеральный уровень. На заседании сессии 20 апреля мы планируем принять обращение к органам государственной власти Российской Федерации с предложением дать это право субъектам, предоставить это право субъектам принимать решение об учреждении единственного поставщика лекарственных препаратов. Более того, мы планируем заручиться нашими коллегами по парламентской ассоциации Северо-Запада. Также на контроле у депутатов региона ситуация с Печорским речным училищем. По окончании учебного процесса начнется передача из федеральной в республиканскую собственность главного здания и общежития. Расходы на содержание и ремонт подсчитываются. Имущество давно не обновлялось. Учиться и жить студенты будут в зданиях Печорского промышленно-экономического техникума. В СУЗе по поручению главы Коми открываются 3 новых направления по специальностям речного флота. Регион выделил более 60 миллионов. Отремонтированы кабинеты, закупается современное оборудование. Запущен процесс по лицензированию. Надо отдать должное представителям университета. Весь февраль еженедельно их представители работали на территории Печоры со всеми сторонами, со всеми участниками образовательных отношений, студенты, родители, педагоги, сотрудники. На сегодняшний момент процесс перевода студентов, особенно 3-4 курса, организован в те филиалы, которые есть у этого университета в других субъектах Российской Федерации. Несколько первокурсников сейчас уже перевелись к нам на обучение по смежной специальности по электрооборудованию. Из 134 студентов 59 закончат обучение в июне этого года. Ожидается новый набор, 3 группы по 20 студентов. Переход в техникум подтвердили пока всего 3 педагога, однако рисков Министерство образования не видит. Преподаватели техникума и сотрудники речных предприятий готовы подхватить эту работу. Зарплата в техникуме, отметила министр образования, выше, чем была в филиале федерального вуза.